Бисмилля рахман рахим, жамагат башлыбыз. Начинаем наше очередное заседание интеллектуального клуба «Татарский квадрат». Татар шахмага. Всех приветствую. Салям лим баргызнада. Рахмат Кильганыгызович. Тема, которую мы определили, будущее татарского народа, есть оно или нет. Очень важный вопрос. Как вы знаете, в 2018 году президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов сказал о необходимости написания стратегии развития татарского народа. 2 года мытарств, практически как Моисей по Синайской пустыне. Писали. То, что было написано, оказалось не то, на что мы возлагали надежды, к сожалению. И документ, который вышел из-под пера анонимных писателей, оказался, что называется, слабым, куцым и практически невостребованным в интеллектуальной татарской среде, потому что ни на один полноценный вызов он не дал ответ, он не проанализировал исторический контекст, он не разложил по полочкам современное состояние татарского народа и, естественно, не смог ответить на главный вопрос, что нас ждет в будущем, кому грядешь и вообще что делать. В этом смысле татары находятся в очень сложном положении, потому что все эти последние годы в политическом смысле мы находимся в положении отступающих, на нас давят разные силы, притесняют, и если раньше это шло только по политической линии, то сейчас уже очевидно, что и сфера культуры, и сфера образования, и религиозная сфера, и языковая, и демографическая, они все находятся под ударом, и ни на один из этих ударов мы не можем ответить контрударом. На это должна была быть, видимо, вот концептуально мы должны были ответить и понять через стратегию, но конспирологические версии я озвучивать не хочу, но видно, что есть некий тормоз, который вот не дает развернуться в этом смысле. И теперь получается, что многомиллионный татарский народ фактически предоставлен сам себе, несмотря на то, что у нас есть Республика Татарстан, несмотря на то, что у нас есть представительный орган в виде Всемирного конгресса татар, который, конечно, делают что-то, но вот на те вызовы, которые я сейчас вкратце обозначил, они ответить не могут по разным причинам. То ли в силу, опять-таки, того колпака, под которым они работают, то ли в силу интеллектуальных, то ли в силу организационных невозможностей эти потенции реализовать. Поэтому эти вещи падают на плечи татарской интеллигенции, которая тоже в последнее время находится в таком разрозненном рассеянном расстоянии. Опять-таки есть и политическое давление, и опять-таки смена поколений интеллектуальных происходит не так, как хотелось бы. Наши уважаемые аксакалы, которые в 80-х, 90-х годах отстаивали статусность Республики Татарстан и татарского народа, они уходят на заслуженный отдых, и вот этой вот полноценной смены поколений не получилось, поэтому сейчас мы видим некий такой обрыв, в темную ткань которого падают все те завоевания, которые были в 80-х, 90-х годах. Я думаю, что важно, я вот этот вот пример повторял много раз, как римский сенатор Катон, который говорил, что Карфаго деледе эс, что Карфаген должен быть разрушен, о том, что у японцев после революции Мэйдзи, значит, была такая дилемма, то ли открыться Западу, то ли покуклиться, так сказать, да, вот эта вот дилемма, перед которой стала интеллектуальная и политическая элита, в общем-то, Японии, не разрешалась так, как она разрешается на сессии Государственного совета Республики Татарстан о запрете татарского языка в преподавании. И инициативу взяли самураи, то есть высший военно-политический слой японского общества, которые организовались в такую структуру, называется шиши, ну или там сиси, кому как удобно, значит, которая означалась «люди благородной цели». И вот они бросили клич
в японское общество, давайте предлагайте, что нам делать, как нам быть. И первые несколько лет всего там 30-40 предложений поступило, от чего японские офицеры, самураи ушли в уныние, потому что они думали, раз это никому не нужно, собственно говоря, значит, дело совсем плохо. Но потом, вследствие какого-то непонятного импульса, произошел резкий всплеск, интерес к этой проблематике, и буквально там за полгода, за год 300 тысяч предложений. Японское общество взбодрилось, и это в том числе привело к тому, что к началу 20 века японская держава стала одной из ведущих в Тихоокеанском регионе и разбила и, значит, и Российскую империю, и, значит, Китай и так далее, да, и значит, концепция 8 углов и все такое. То есть вот этот импульс небольшой, я к этому говорю, что небольшой интеллектуальный импульс привел к такому одухотворению, что ли, японского общества. Я думаю, что в каком-то смысле, может, мы находимся сейчас на низком старте для того, чтобы впрыснуть в историю вот этой вот красной исторической, так сказать, сюжетностью, потому что с учетом того кризиса, в котором оказался мир и Российская Федерация, очевидно, что выход из любого кризиса – это выход на сломе. То есть придется где-то переломаться, чтобы потом выскочить из этой опасной ситуации. Так вот, относительно стратегии развития татарского народа были многочисленные рассуждения о том, что нет же никакого универсального метода. Да, вот никто же не писал. Нет, писали проект России, еще уважаемый Фендас Агач, когда был депутатом Государственной Думы, я помню, он рассказал нам про этот проект России. Эта книга, она, кстати говоря, продавалась здесь, в Читай-городе. Там концептуально все изложено, по каким направлениям двигаться, что делать, дан прекрасный исторический анализ бытия русского общества и так далее. То есть даже на уровне таком русские интеллектуалы двигаются, и проект бывшего главы РЖД Якунина, да, и работа там в рамках этой движения «Царьград», и так далее. И в условиях того, что нет у нас видения, что происходит и как двигаться, мы не можем не планировать, и мы не можем, конечно, говорить о каком-то развитии татарского народа. Я уж не говорю о том, что Аллах сакласын, если будут ликвидировать республики, а мы уже видим, как эти движения начались с агломерациями, мы понимаем все, что с этого и всегда и начинается. Экономика, экономическая агломерация казанская, а дальше постепенно поднимут определенные силы, которые скажут, что зачем республики нужны, и так далее. Мы просто понимаем примерно эти сценарные ходы, как они могут быть реализованы или озвучены, по крайней мере. Но подчеркивая и закругляя свой спич, должен сказать, что ни на один из этих вызовов мы не ответили, ни один из этих вызовов по-серьезному не проговаривается в интеллектуальных средах, может, где-то закрытых от нас. Но, по сути говоря, к 2021 году мы подошли в очень разобранном состоянии, и если и дальше так будет продолжаться, то, судя по всему, мы будем деградировать и дальше свои позиции отдавать и переходить в статус этих малочисленных коренных каких-то северных народов, которым оставляют эту этнографичность, вылавливать рыбу там, тюбетейки, чак-чак, танцевать и, так сказать, и все такое. Рыбу не дадут сейчас уже, да, все частное. Казахстанский харши, но мы великая цивилизация, мы, так сказать, народ не просто имперский, народ, который заложил основы Российской Федерации современной и Российской империи, поэтому у нас в подсознательном пласте сидит идея того, что мы народ элитарный, мы не какой-то там народ, который от сахи с утра до ночи, так сказать, стоит, поэтому мы просто так сдаваться не собираемся. Строго говоря, тема, которую мы поднимаем, она, конечно, имеет некоторые ограничения. Согласно исламу,
принципе, будущее принадлежит Аллаху, и поэтому, сколько мы не рыпались, мы предвидеть будущее не в состоянии. Но, тем не менее, мы знаем из обыденной жизни, что в некоторой степени в будущее заглянуть можно. И такие опыты в мире есть, некоторые весьма успешные. Хотя, конечно, все это будущее вытекает из сегодняшних реалий, и за сегодняшними реалиями стоит наша история, недавняя, и даже некоторые давние вещи тоже влияют на сегодняшнюю ситуацию. Вот я только один пример приведу. Я думаю, если бы татарские большевики упорно боролись за Западный Башкортостан, то есть Уфимскую территорию, тогда они могли бы эту территорию взять. Они просто не доработали. Москва была, конечно, против, но и наши не доработали. И мы сегодня имели совершенно другую конфигурацию взаимоотношений и вообще территориальной рамки, экономическую мощь. Вот то, что происходило в прошлом, влияет на сегодняшние реалии тоже. И потом, конечно, очень важно было бы нам уточнить, что произошло с татарами, начиная с 90-х годов. Вот, к сожалению, история национального движения и вообще событий постсоветского в Татарстане не написаны. И как участник событий могу сказать, что множество деталей, которые там имеются, они очень важны, но не прописаны и до широкой публики не доведены. Просто в качестве примера могу привести, вот татарские интеллектуалы ведь разработали концепцию национального образования. Комитет Магариф сделал. Это был очень важный документ, на самом деле, потому что там к национальному образованию обратились как к общенациональному делу, оно было внетерриториальное, не привязано непосредственно к Татарстану. И сейчас мы видим, что при помощи усилий только одного Татарстана этот вопрос поднять нельзя. А там концептуальные основы были заложены. Конечно, они противоречат современным российским реалиям, и в современных российских реалиях политически и сделать невозможно, но тем не менее какие-то вещи там были заложены. Поэтому нам там туда тоже заглядывать надо бы. И вот еще один момент, конечно, мы сейчас живем в весьма своеобразном обществе. Даже крупные политологи затрудняются дать определение тому, что у нас сложилось в итоге в России. Потому что сами удивляются, вот я уже не раз говорил, Глеб Павловский, который является фактически архитектором вот путинского режима, он сейчас с большим удивлением смотрит на то, что он слепил или вылепил. И они не знают, как изменить эту ситуацию. Поэтому многие вещи, они спонтанно сложились, но похоже, что все, что произошло, связано с состоянием, качественным состоянием нашего глубинного народа, российского. Татары являются частью этого российского общества, и наш глубинный народ, он тоже, я бы не сказал, что очень качественный, к сожалению. Поэтому это очень важная проблема, нами неосмысленная, но социология у нас такая. И надо обратить внимание на то, что, хотя мы вот все время говорим, что татарские интеллектуалы, интеллигенция и так далее, мы же знаем, что есть теория о том, что интеллигенция уже вообще исчезла сейчас, нет ее как класса. Может быть, так оно и есть, но судя по заработным платам наших ученых, которые в системе Академии наук работают, на такую зарплату вообще невозможно быть интеллектуалом, потому что там настолько низкие заработные платы, что любой дворник, наверное, получает побольше, чем наши ученые. И поэтому куда эта система будет деградировать, я не знаю, но ясно, что молодежь не пойдет туда, и у нас будут большие проблемы с кадрами научными, в том числе и вот с интеллектуальной подпиской тоже будут большие проблемы. И когда мы говорим, что вот старое поколение там сработало, я сам старое поколение, поэтому могу сказать, что революцию конца 80-х годов сделали татарские ученые, журналисты и писатели. Были люди, которые вот, были готовы к изменениям, они и идеологию сделали, и концептуальные документы составили. А я боюсь, что сейчас такого слоя у нас вообще нет. Или он очень мизерный.
Поэтому удастся ли выработать какие-то общие подходы, я не знаю, сомневаюсь в этом. Потому что вот то, что у нас первая попытка не увенчалась успехом под эгидой Конгресса татар, отчасти это связано и с этой общей ситуацией. Но, конечно, есть и другой момент. К величайшему сожалению, политическая элита Татарстана не способна понять важность идеологических построений. Они заняты каждодневными делами, экономику поднимают, хотя я тоже не вижу особого смысла поднимать экономику, когда все, что ты производишь, на 70 с лишним процентов уходит в Москву. Какой смысл хорошо работать в такой ситуации? И особенно стараться. Но наши стараются, и у них вся энергия уходит туда. А что происходит вот в идеологической сфере, им не интересно. Из-за этого у нас и заказчика-то нет. Вот на новые взгляды они экономическую программу построили, до 30-го года есть у нас такая программа, а, скажем, те программы, которые относятся к духовной сфере, гуманитарной сфере, они отсутствуют начисто. Есть программа развития языков до 30-го года. Есть, да, но это не концептуальные документы. У нас есть масса программ по поводу освоения средств каких-то, на что-то эти средства тратятся, но никто не считает и не подводит итоги, добились ли мы успехов каких-нибудь, реализовав эти программы. Потому что у них нет общей концептуальной базы, у них нет направленности. Это, как значит, движение все, цель ничто, вот из этого лозунга они исходят. Поэтому в такой ситуации, конечно, попытка вот наша обобщить какие-то идеи и выдвинуть более концептуальные подходы, которые касаются татарского сообщества, это движение в правильном направлении. Но есть у меня одно опасение обоснованное. Будет ли какой-то смысл, даже если мы выработаем такие вот концептуальные подходы? Потому что вопрос в том, по отношению к кому мы будем обращать наше внимание, когда такие идеи будут высказаны, кто будет реализовывать все это. Поэтому я думаю, что эти вопросы тоже должны быть обсуждены тут. Спасибо. Сейчас вроде бы все-таки Республика Татарстан на уровне правительства и на уровне государства занимается татарским языком, татарской культурой в их понимании. Почему-то они культуру понимают как сферу развлечения только. Они про определение культуры забывают, что это прежде всего производственные, общественные отношения. Культуру сводят к развлечениям, к песням, танцам. Но даже в этом смысле. И как же они занимаются? Вот выделены отдельные структуры, и в структурах отдельные люди, которые этим занимаются. Например, мне знакомо Министерство образования. Там сидят 3 девочки, отдел национального образования. Они учителя татарского языка и литературы почему-то. Над ними сидит начальник отдела, начальник управления и замминистра, который курирует вопросы. Итого 6 человек в министерстве. Ну, Ильсур Гареевич, министр, как-то тоже сверху, 7. Больше никто вопросами национального образования не занимается. Они считают, что их не касается. Вообще не касается. Там есть управление воспитательной работой. Если приходит какое-то обращение, если есть какая-то проблема, вот к этим 3 девочкам по воспитанию. По дошкольному образованию, если есть какие вопросы, к этим 3 девочкам. По высшему образованию, к этим 3 девочкам. По профессиональному образованию, к этим. Эти структуры вообще не. В управлении культуры точно так же, в Министерстве культуры. Там создана какая-то структура, которая занимается национальной культурой какой-то, а всех остальных это вообще не касается, они вообще не знают. У них ни в думах, ни должностных инструкциях, ни задача никакая не стоит. То есть татары, их интересы выведены за какие-то отдельные структуры, они из общей системы государства выделены. И точно так же, если прийти в школе то же самое.
В школе есть зам по национальному образованию, есть какие-то классы, которыми этим занимаются. Вся остальная школа этим не занимается. Например, есть образовательная программа. Образовательные программы, ФГОС требует, чтобы в образовательной программе было национальное и региональное содержание образования. Требования есть со стороны государства федерального. А конкретная школа списала примерную образовательную программу Министерства просвещения Российской Федерации, изменила только название, написала там свою школу. И даже татарстанских праздников там нет. Про татар ничего нет, ни в истории, нигде. Когда спрашиваешь, как же так? А этим у нас занимаются учителя татарского языка. И историей они занимаются, и географией они занимаются, всем остальным, и праздниками, и воспитательной работой. Но официально в перечень работ не включено. Выступают учителя татарского языка, они какие-то партизаны, внедренные в школу, временные такое явление. И это везде, во всех структурах. Минмолодежи то же самое. Там есть один человек, который отвечает. И это вообще есть программа вот развития языков. Я условно говорю, называю. Программа называется. Больше государственная программа, принята до 30-го года. Если вы смотрите, Минкультуры тоже получает оттуда деньги на проведение татарских мероприятий. Как вы это понимаете? А какая задача Министерства культуры Республики Татарстан? Так у него все мероприятия должны быть на это направлены. Бюджетные деньги, знаете, на это направлять нельзя. Минмолодежи тоже просит деньги на проведение татарских мероприятий. На татарском языке. Не татарских, а мероприятий на татарском языке. Они просят отдельные деньги. А они же на бюджетные деньги действуют. Почему это все не должно действовать на это? Почему не должно быть это интегрально везде? А абсолютно вот непонятная позиция такая. И везде так стоит. Вот это вопрос татарский, татарского языка, татарского народа, его будущего. Это вопросы формально вроде они занимаются. Они назначили какого-то человека. Но никто этим вообще структура в целом не занимается. Это, кстати, институт истории то же самое. Далеко ходить не надо. То же самое они общетатарским вопросом вообще не занимаются. Но, по крайней мере, пишущих на татарском языке там раз-два и обчелся. Хотя это очень хороший показатель. По крайней мере, люди себя уважающие могли бы научиться и что-то написать. Дамир, согласись? Комплект, да, но эти учебники выведены из учебного процесса. Да. Хорошо, все, хорошо. Давай не будем сейчас прерывать, иначе я собьюсь. Может быть, какие-то издержки есть. Потом в Академии наук Республики Татарстан, каким бы вопросом вы по развитию татарского народа не обратились, все будет сведено к ЕАЛИ. Все. И экономические, и политические, и философские, и социологические, и по политологии, все ЕАЛИ. А там сидят учителя татарского языка и литературы. Кто они такие, мне вам не надо раскрывать. Вы прекрасно их знаете. И кто туда поступает, вы тоже знаете. И как они туда поступают. И вот они решают общеглобальные вопросы. Вот это, я скажу, почему-то у татарского народа голова отсечена, и его стратегией занимаются другие части тела. Это вот реально. И второй вопрос, кто такие татары? Это сельскохозяйственный народ, как преподносится везде. Откройте любой про татар книжку, это народ сельскохозяйственный, это народ деревенский. Но к реальностям это абсолютно никакого отношения не имеет. Даже по переписи 2010 года 70% татар городские жители.
70% к 2010 году, а сейчас он вообще другой уже. Высшее образование выше среднего, чем в России. В городах вообще очень хорошие показатели. Например, в Ленинграде, Санкт-Петербурге 38% татар с высшим образованием. В Казани 25%, а в среднем по России 20%. Это очень хорошие показатели. Но только высшее образование такое, они татарским языком не владеют, к сожалению. Высшее образование имеется в виду русское высшее образование. И теперь отсутствует философия татарская, отсутствует, нет его. Социологии научной тоже нет. И вот если вы откроете работы наших социологов, это же туфта, это чистейшая туфта. Там никакой математической базы, никакой обработки, вообще репрезентативности нет. Потом заказная там все, результаты уже заранее им заказаны. Нет социологии. Политологии тоже нет, можно сказать. По крайней мере, официально нет. Никто этим не занимается. Только какие-то отдельные люди со собственными средствами. А ведь если у нас есть Республика Татарстан, государство, то политология должно быть уже основой принятия решений, и философии, и социологии тоже. Но про университет я уже не говорю. Но без университета нет государства. Да если взять Россию, то она, как государство себя почувствовало, так сразу купила себе университет. Купила, да, в Германии. Да, но они занимались проблемами России. Учили людей. И в конце концов, где-то к 19 веку на русском языке спустя 200 лет начали появляться научные статьи. Через 200 лет появляются на русском языке статьи. И где-то после революции к 40-м годам все технические предметы и общественные предметы были переведены на русский язык уже жестко. Хотя все эти ученые знали французский, английский, немецкий, но они работали на русском. Университет был создан. Ну, про остальные вещи я не буду вас отвлекать, остальные уже мелочи. Но вот главный вопрос, как вот это государственные структуры все-таки повернуть, чтобы ихними задачами были у всех, не выделив отдельного человека, а вот все структуры ихние трепетали над развитием татарского народа. Все-таки это государство, где официальное государство татарское по Конституции Российской Федерации. И оно как-то должно эти интересы, как это требование выставить, как чтобы вот они структуры созданы, чтобы сказать нам, мы же занимаемся, вот есть 3 человека. А остальных это вообще не... Ну, вот как вот эта отстраненность вот этого отодвинуть, как обязать, чтобы все этим занимались, все структуры. Их не это главной должна быть задачей. А потом определиться все-таки, кто такие мы. Кто такие мы и какое место. Я считаю, что вот татарский народ по своим интеллектуальным возможностям, он пока является конкурентным народом среди всех народов. У него есть потенциал. Есть у него ученые, есть у него и технические ученые, и гуманитарные в какой-то мере есть. Пока мы обладаем потенциалом и системой образования, мы можем быть конкурентными среди других народов. Я рад продолжению этого разговора и сегодняшнему обсуждению тоже. То, что сегодня вот, Дамир Мавлядович, особенно Марат Латфуллин, великий просветитель нашего времени, сказали критические замечания, показали негативные тенденции и причины. Короче говоря, мы уже по-стариковски жалуемся, сидим. Действительно, вот это часто бывает. Раньше этим занимались группы национальные движения. И так получается, что если добровольно мы такие люди не начнем инициировать или говорить свое мнение, тогда вообще полностью забудется. Но в то же время
Я слушал у Марата вот эти, то, что он перечислил, все это правда. И то, что Дамир Мавляевич тоже констатировал, все это правда. А я где-то с оптимизмом на этот здоровый скептицизм посмотрел. Даже порадовался, знаете. Потому что то, что было сказано в системе образования, управления, чиновничества, это же субъективный фактор, это же мы сами. Получается, что татарам, Татарстану, демократически настроенным людям никто не запрещает, в стране не запрещает. Конституция даже в новой поправке имеет тезис о том, что сохранение самобытности. Президент Путин в каждом выступлении тоже отмечает это, хотя к нему, конечно, ходаки есть со стороны альтернативных, там Жириновский, другие, но тем не менее это так. Получается, если мы сами, наши начальники, наши депутаты, наши эксперты, если они будут, исправят это дело, если мы сами исправим себя, значит, мы можем вытащить себя из болота, потому что никогда в истории не было такого момента, столь благополучного, столь оптимистического, как сейчас, поскольку при царском самодержавии не было ни школ, ни финансирования, ни кадров, ни интернета, ни системы информации, все делали сами татары. Теперь и не меньше сажали, больше сажали, преследовали, охранка работала. Конечно, сейчас тоже тенденция есть. Если охранка сейчас усиливается, это значит тоже мы, если мы молчим, урезание демократических свобод, если как мы не участвуем в этом деле, не участвуем в политических движениях сами, в защиту, за выполнение Конституции и законов федеральных, если мы не организовываем узаконенные организации татарские, национально-культурная автономия, есть закон о федеральной об автономии, есть местная автономия, есть другие организации. В Татарстане более 5000 некоммерческих организаций. И там сотни миллионов грантов получают, в том числе этнокультурные тоже получаются. Посмотрите, когда это было? В 90-е годы, когда мы начинали Конгресс татар, кстати, 19 июня исполняется 29 лет этому событию, никаких копеек, никаких визитов вместе с президентом, никаких таких встреч высоких, никакого признания, никакого такого спутникового телевидения не было. Теперь это все есть, теперь нас самих нет. И правильно говорит Марат, что сами учителя, сами родители, сами директора и мы сами себя топим, сами суицидом занимаемся, понимаете? Поэтому я с оптимизмом смотрю на наши недостатки. Получается, что мы просветительство, информирование и корректирование нашего аналитического взгляда. Ну вот часто мы говорим про Башкирию, про башкиризацию. Одновременно мы не так часто, или вообще мы еще до сих пор не сказали эту проблему в научном плане, правовом, не сказали, что я считаю, что башкиризация не угрожает нам. Угрожает фальсификация итогов переписи. Это может быть. Его глобализация и нынешняя ситуация идет ассимиляция, добровольная ассимиляция в основном на обрусении идет. И татарский народ, а татары Башкортостана, значит, подвергаются двойной ассимиляции. Их зовут быть русскими, атмосфера, и также зовут быть башкирами. Вы понимаете, что башкирская волна не догонит. Догонит, как Ангам Аднабаев сказал в своем стихотворении, догонит в другую сторону. И поэтому нам надо договориться и с демократической, общероссийской общественностью, и с башкирами той части, которая готова и способна воспринимать свое положение аховое. Потом анализировать, конечно, самые тут, я, Дамир Мавлевичем, соглашусь, экспертная работа, аналитическая работа, она пока буксует. Это вот мы сидим, если в телевидении какая-то передача есть, кого зовут? Ну, нас зовут, Руслана Айсена зовут, еще несколько человек, больше вот Эльнара Гарифульна зовут, больше, а никого нет. Вот получается, что, ну, нас ведь, конечно, не содействовали, но нам ведь это не запретили. Как же мы сами не выросли, даже таких, как во времена Тукая даже, наверное, было больше, чем мы. Поэтому
Мы не можем даже отметить, что касается Национального университета. Во многом вот эти термины, там, название президент, университет, это слова. По сути, получается, иногда название существу, предмету не соответствует. Вот я наблюдаю, конечно, мы демонизируем башкирское как бы движение, башкирское наступление или башкирское развитие, поскольку у них такое аховое положение, что они, видимо, поэтому выходят за грани закона даже, когда этим занимаются. Но, посмотрите, в Казани Казанский университет, а в Уфе Башкирский университет. Казанский сельхозинститут, а там Башкирский сельхозинститут. Медицинский то же самое. Поэтому, когда мы говорим Татарстан, мы говорим Татарстан, территория. Так же, как когда мы говорим Белоруссия, это государство Белоруссия. А там говорится башкирская земля, башкирская природа, как будто этнос. Поэтому это просто синоним, это совпадение терминов. Тем самым мы раздуваем народ или этнос, который на своей территории составляет меньшинство, и поэтому, может быть, некоторые из них, интеллектуалы, неадекватные действия делают при попустительстве, даже при поддержке каких-то органов. Но мы больше неадекватно действуем, больше безграмотно действуем. Я вижу, и тем более касаясь нашей темы, все-таки у нас тема такая, скажем так, более такая глобальная, наверное, да, будущее татарского народа. Я вижу, что каждый из нас, вот, из выступающих, как правило, старается взять какую-то свою стезю, которая ему ближе всего. Там Марат Вазыхович, допустим, берет образование, кто-то берет там башкортостанскую тему, еще кто-то. Но если в целом подводить, то я вижу самую главную проблему нашу в том, что мы не знаем вообще наших глобальных интересов. То есть вот в стратегии, вот проблема в чем? То, что составление стратегии, вообще тем более целой нации, это большой документ, такой основательный. Но прежде чем составить стратегию, нам нужно, наверное, всем договориться и понять, по крайней мере, татарским интеллектуалам, в чем заключаются наши интересы. Вот мы до сегодняшнего дня, у нас нету такого свода и татарских интересов. И поэтому у нас это, как правило, когда начинают говорить о будущем татарского народа, о проблемах, все сводится к двум вещам – образование и культура. Хотя на самом деле интересы татарской нации, они выходят за рамки таких узких сфер. То есть, и еще, как правило, когда говорят об образовании и культуре, чаще всего опять сводится внутри Татарстана, хотя за пределами Татарстана, еще раз подчеркнем, живет больше 2/3 татарской нации. А уж если учитывать наших новых сородичей, да, там, афганских татар, остальных, то и получается, я бы сказал, 70-80 даже процентов татар проживает за пределами Татарстана. Но, как бы там ни было, вот мы до сих пор этого не выработали. Почему это важно? Вот как мы знаем, на сегодняшний день самая успешная, самая сильная в мире нация, государство – это Соединенные Штаты Америки. С какой повесткой они всегда идут для удовлетворения своих, отстаивания своих интересов? У них всегда одна формулировка. Это соответствует интересам Соединенных Штатов Америки, и они, допустим, поддерживают что-то. Либо они говорят, это противоречит интересам Соединенных Штатов Америки, и они этому противодействуют. Вот у нас такого свода... Одни интересы, при другом президенте. Ну, не совсем. Есть глобальные, допустим, американские интересы, да, и в соответствии с этим они вырабатывают свою политику внутри, вырабатывают свою политику в мире. Соответствует, не соответствует, но у них есть много аналитических центров, они как раз и вырабатывают эти интересы. Вот у нас на сегодняшний день этих интересов не выработано. К чему это ведет? В том, что как раз, когда возникает какая-то определенная проблема, мы сами, татары, вначале не знаем, как сформулировать наши требования. Вот в том числе и в отношении, допустим, того же системы образования. Хотя у нас понятно, что интересы системы образования в Татарстане одни, а интересы системы образования для татар, проживающих вне Татарстана, другие. Берем, допустим, многие другие сферы, допустим, берем тоже, допустим, сельское хозяйство, да, политику на селе. Вот мы сегодня говорили о том, что большинство татар проживает в городе, но село для татар все равно продолжает оставаться важным местом, это как заповедник татарского языка и культуры. То есть это тоже, и поэтому, допустим, когда внутри России вырабатывается, допустим, государственная политика в отношении села, мы тоже должны выходить со своей повесткой и говорить, что вот для татар выгодно вот это, а вот это невыгодно. То же самое, допустим, касается Башкортостана. Я вот, как я предсказывал, и вот, к сожалению, мы к этому пришли, то, что когда вот
люди, те же самые татары, да, политически активные, они когда приходят в какую-то сферу, ту же политическую, без собственной повестки татарской, то есть они вклиниваются в эту повестку, но без своей личной повестки, без субъектности. В конечном итоге это ведет к тому, что татары выполняют роль некого паровоза, неких таких инструментов по реализации чужих интересов, а когда эти интересы реализованы, то на интересы татар уже никто не обращает внимания. Ну вот я яркий пример могу сказать, что вот в Башкортостане сейчас собирается отмечать годовщину событий на Куштау. Там как раз, как известно, огромное количество татар участвовало вот в этих событиях, да, которые приезжали даже из Москвы, насколько я знаю, и из Татарстана, не только в Башкортостане. Но год прошел, в те времена, когда вот эти события случились, многие как раз кричали о том, что вот теперь у нас выработалось общее единство в Башкортостане, теперь нет никаких межнациональных проблем, мы теперь поняли, что мы один народ. Но вот прошел год, мы видим, что эти проблемы никуда не исчезли, они усугубились, и даже многие те башкирские активисты, которые участвовали в этих событиях, они что сейчас нам говорят, когда мы припоминаем о том, что мы вас поддерживали там на Куштау, мы поддерживаем башкирские организации, они что говорят? А мы вас лично не просили об этом, а раз уж вы поддержали, спасибо, но мы вас об этом не просили, не уговаривали, поэтому извините, то, как говорится, вы со своими интересами можете там подождать и дальше. То есть, еще раз говорю, у нас нет своих собственных выработанных интересов, и поэтому прежде чем приступать к написанию вот настоящей стратегии развития татар, мы должны выработать вот эти интересы. Каким мы видим в идеале, вот, допустим, сферу науки, да, хотя бы в Татарстане, сферу образования, какой мы в идеале ее видим, сферу культуры, сферу взаимоотношения того же Конгресса татар с татарами, проживающими вне регионов, каким мы видим будущее татар Башкортостана. И вот уже исходя из этих моментов, мы можем тактически дальше думать, как мы будем решать каждую конкретную проблему. Сейчас мы чаще всего говорим о проблемах, но не говорим о том, каким мы должны и хотим, самое главное, видеть идеальный вариант решения этих проблем. Нужно выработать какое-то видение. Ну, я не назову это интересами, мне не нравится это интерес, но определенное видение мы должны выработать и обсудить именно вот это самое видение проблемы, видение будущего. Да, какой-то. Вот и он не должен, вообще горизонт планирования у нас должен быть не на ближайшие 10 лет, а горизонт планирования за 10 лет, по крайней мере. Потому что иначе мы будем бесконечно обсуждать сегодняшнюю политическую ситуацию, что Байден сказал Путину, что Путин ответил Байдену, и это утопит нас в этой самой сиюминутной повестке дня. Будем обсуждать выборы, там, политическую конъюнктуру, партийное строительство и так далее. Я считаю, что если мы хотим двигаться куда-то, то мы должны за горизонт вот этот выдвинуть, ну, по крайней мере, лет 10 и строить программу, начиная вот, по крайней мере, ну, с 30-го года. Вот как будто мы сейчас находимся в 30-м году, и вот мы собираемся двигаться куда-то. При этом мы должны, я считаю, создать программу, которая будет действовать вне зависимости. Мы не должны рассуждать о том, что как будет там реагировать правительство Башкортостана или правительство России на это дело. Нет, мы должны выработать свою программу, которая будет действовать независимо от тех политических и других условий, которые будут складываться. И соответствующий анализ ситуации тоже нужно проводить именно таким образом. Здесь какие, я считаю, такие главные моменты. Здесь уже было, мне кажется, совершенно правильно сказано, что татары – это городская нация, и 80% населения живет в городах. Поэтому идеалы типа, что, значит, какие-то деревенские, которые нам рисуют в качестве основы, это какие-то воспоминания о прошлом. Или там, как в свое время был
такой популярный фильм о космических пришельцах, «Воспоминания о будущем». Вот люди смотрят назад и представляют, ох, какое было бы хорошее, если бы это будущее вот такое. Ну, многие себе так его и выстраивают, значит, такие туганово-лымы, значит, из калиброванного бруса. Вот это верх представлений о том, что такое татарскость. Я думаю, что если мы говорим об идеалах и о направлениях, то мы должны строить современный идеал татарина и современный идеал вот этой самой татарской нации. И современность – это, я вижу, вот овладение в том числе и информационным пространством. Я вообще считаю, что решение многих проблем, ну, если, еще раз говорю, отвлечься от государственной политики и так далее, лежит в сфере информационной. Допустим, создать, государство не может создать или не хочет создать национальный университет, но инициативная группа, которая может получить независимое финансирование, например, может создать национальный университет, невзирая на государство. Получить лицензию, в принципе, возможно. И вести преподавание, объединяя всю татарскую нацию, когда мы говорим там анклавное проживание или диаспоральное проживание, вы исходите из того, что в скором времени татарской деревни вообще не будет. То есть мы, очевидно, идем по такому социальному пути, что земля в Татарстане практически полностью скуплена латифундиями, ну, по крайней мере, пригодная для обработки. Я не готов, тут дело не в фамилиях, тут, ситуация такая, что вся она практически скуплена, то есть мы когда говорим, то есть у народа земли уже нет. И поэтому такое количество, даже такое количество, которое живет сейчас на селе, оно избыточно там. При этом, что рабочие руки там требуются. Но те, кто там живет, в значительной степени не хотят там работать. И на этих предприятиях, или в силу каких-то обстоятельств, или хотят работать на себя, но мы встанем перед необходимостью того, что в село придется, или сами предприниматели будут завозить рабочую силу из Средней Азии, вот из пресловутого Афганистана, Ирана, из Китая и так далее. Вот, да. Ну, тем не менее, мы, вот увидите, уже интересное обсуждение. А суть этого, что опора на поддержание этого анклавного существования, мы тратим огромные ресурсы, а в том числе, не задумываясь, а может быть это, арьергардные бои, а нужно вообще, если мы хотим говорить о будущем, то задуматься о том, как нам построить новую систему вне зависимости от этого. Что этой системы нет, а еще раз говорю, я считаю, что вот информационное пространство позволяет решить очень многие проблемы, особенно для татар, которые живут диаспорально и которые являются городскими в основном жителями. Давайте пообсуждаем, поговорим об этом, а не будем плакать и говорить, что у нас все плохо. В настоящее время мы находимся в состоянии войны. Войны против родных языков и системы национальных образований. Это не ради словца, это в прямом смысле с вмешательством, с нападением силовых структур прокуратуры на школы, на языки и так далее. Национальная политика стала, продолжением национальной политики стало насилие. Следовательно, по клаузу это война. Отсюда первая задача стратегии у нас это прекращение этой войны. Вопрос о стратегии более чем актуальной, она должна быть написана, может быть, даже силой вот этого круга, неофициально должна быть. Да, эта война, она страшнее, чем Первая, Вторая и Третья мировые войны, возможные, в прямом смысле.
Ни на одной войне, на прошлой войне, ни один народ не исчезал. Ни победитель, ни побежденный полностью не был истреблен. Народ выживал, народы выживали. А в языковой войне народ может исчезнуть полностью. Вот в этом смысле это языковая война. Она страшнее всех других войн. Отсюда я считаю, что вот новой стратегии должно быть 3 направления, 3 главы, 3 этапа по времени. Первое – это прекращение войны против языков и системы национального образования. Прекращение войны – это означает восстановление того, что потеряно. Отмена всех дискриминационных законов, ограничений и так далее. Второй этап – создание новой системы образования. Вот здесь как с учетом высказанных уже мнений. Создание начала создания новой системы образования я вижу в том, в первую очередь с паровоза, с локомотива. Не со школ, не с гимназий, не с детских садов, а первым шагом должно быть создание национального университета, как локомотива, для того, чтобы за тобой тянут и школы, и другие системы. Университет должен быть, в первую очередь, конечно, гуманитарный, следовательно, штучная подготовка ручной работы небольшого числа выпускников, максимум может быть 300-350 человек для начала. Недавно я прочитал, уже забыл фамилию, один из мудрецов отметил, что для того, чтобы сделать любой народ великим народом, достаточно, чтобы он имел 50 мудрецов, 50 умных людей. Эта сумма, это 50, касается и миллиардного Китая, 50 достаточно, и для, ну и миллионы, или 3 миллионы, 5 миллионы татары тоже должны иметь не меньше, чем 50. То есть, отсюда и задача вот здесь, какая должна быть стратегическая задача татара. Процент, густота, плотность мудрости, ума, интеллекта, культуры у народа меньшего должно быть не меньше, чем у народа большого. Должно быть больше даже. Если насколько мы уступаем по силе вот этих мудростей, то есть по численности другим народам, настолько же у нас должно быть гуще. Это качество интеллектуального развития. О том, что нужно сделать, что необходимо делать, это очень легко. Вот то, что я сказал, и что вы все перечислили, что нужно сделать для того, чтобы народ выжил. А как это сделать, вот это самый сложный. Да, я еще третий не сказал, этап. Итак, первый этап – это прекращение, добиться прекращения войны против языков и против наций. Второе – создание новой системы образования. Третье – стратегическая задача. Должна быть главная задача – обеспечить бессмертие татарской нации в таком историческом смысле, не вековом, не физическом смысле. В физическом смысле, когда и солнце погаснет, и земли не станет. Обеспечить бессмертие. Обеспечить бессмертие татарского народа я вижу в том, что вместе с этим вторым пунктом, национальным образованием, новой системой национального образования, сделать татарский язык языком науки, языком образования, высшего, гуманитарного, языком дипломатии, языком профессиональной культуры, языком экономики, языком управления государственными органами, местными и другими органами власти. То есть не только семейный язык. Вот на таком уровне. Вот такую стратегию, то есть чем больше ставишь задачу выше, тем больше возьмешь, прыгнешь планку. Если ставишь планку только на ГТО, намного не превысишь. Если ставишь планку на мастер спорта и ГТО, уже первый разряд возьмешь. Вот так должна быть, мне кажется, задача ставлена высокая. Так. Если уже несколько в философском плане, будущее человечества неизбежно это глобализация. Глобализация – это не заговор. Заговор может быть только отдельные проекты. Я вижу 2 возможных варианта. Как объединение государств под началом, под диктатом какого-то одного государства. Это уже как мировой заговор, глобализация. И, естественно, образование единого человечества, начиная от родовых племен, все больше и больше, племена, роды, народы, союзы народов, государства, единое человечество возникнет. Но единое человечество, скорее всего, оно возникнет в конечном итоге не как союз государства под диктатом кого-либо, а как союз цивилизаций.
путем ликвидации граней государств, путем отмены государства. А вот здесь уже открывается перспектива для относительно малочисленных народов. Если новое человечество будет союзом цивилизаций. Вот поэтому наша забота, татарский народ был не только нация, а большая цивилизация, достойная войти своей культурой, своим языком, своей нравственностью в эту семью, эту народу. Но самое трудное, я повторяю, не то, что вот перечислят, что необходимо делать, это легко, а как это сделать. Нам придется и написать статью, и приступить к реализации в абсолютно уникальных условиях. Я вижу 3 возможных условия. При сохранении нынешней погоды, политической, государственной политической погоды, при нынешней, это уже, вот как здесь сказано, тогда будем решать эти проблемы и усилиями татарстанских властей, российских властей, ну, исходя из сегодняшних возможностей. А если при смене власти, если наступит следующий этап ужесточения, то придется уже больше заботиться о самосохранении нам, интеллектуальных сил Татарстана, особо не рыпаясь. Сохранить себя, особенно молодые таланты, молодежь, и работать с народом, распространять идею. А если третий, погода уже изменится, как стихийные бедствия, крушение в будущем, в таком случае мы можем внезапно реализовать очень многие задачи, которые сегодня являются мечтой, если выживем. Так. А на сегодня, вот первый этап, что сегодняшние условия позволяет? Сегодня, на первом этапе, при сегодняшней политической погоде, что можем делать? Предстоят выборы. Почему бы вот на предвыборной кампании вот эти вопросы, которые мы сейчас ставим, не выносить на предвыборную подготовку кандидатам? Что ты там, сынок, или там дядя, или там тетка, намерен сделать, в отличие от предыдущих созывов, по защите интересов национальных республик, национальных меньшинств, культур и языков? Это обязательно требовать от каждого кандидата, и это мы должны работать среди народа, чтобы такие вопросы давать. Далее. Я считаю, что вот эти разговоры, которые проходят в таком узком кругу, как эссе современно выработать одну страницу рекомендаций, советов, мнений, и после каждого заседания направлять нашим первым 3 лицам, президенту, премьер-министру и госсовету руководства. Как рекомендация интеллектуалов Татарстана, может быть, даже не называя вот это название круга, после каждого. Это тоже будет полезно. И приступить к написанию новой стратегии, не ожидая бюджетного обеспечения, самодеятельно, каждый свою, может быть, страницу. Некоторое время назад я имел удовольствие общаться с представителями крымско-татарского народа, которые приехали вот к нам на Булгар-Жиена. Это было очень приятное общение, это были замечательные люди, открытые, вообще по менталитету очень близкие. Лично мне они показались прям, ну, в буквальном смысле братским таким народом. Это, я даже не скажу, что это был отдельный народ, как будто это были те же самые татары, что и мы. То есть вот так, там настолько было близкое и приятное общение. Но то, что я вынес для себя из общения с ними, это понимание положения того, какое вот находится на сегодняшний день крымско-татарский народ. И в этом смысле я увидел определенные горизонты будущего, которые могут настигнуть татарский народ, если все будет двигаться вот по этим же рельсам, по которым двигается сегодня. Фандас Абыга, большое спасибо за то, что он проговорил тему, которую, наверное, все хотели бы проговорить, но в той или иной мере как бы лавируем, да, тема войны против народа. И в этом смысле, конечно, если мы смотрим с этой точки зрения, то вот эти горизонты, которые настигли крымско-татарский народ сегодня, где они практически не представлены в органах управления, где они практически не представлены как вообще отдельная какая-то нация, то есть где просто книга на крымско-татарском народе, вышедшая, считается большим праздником, большим достижением, то, и глядя на наше положение, мы, конечно, находимся в таком очень привилегированном, но не нужно в этом смысле успокаиваться, потому что, как Фандас Абый сказал, действительно идут серьезные процессы против татар, против татарского народа, но не только татарского.
Ну, мы говорим о татарах, поэтому для нас это все-таки актуально. И в этом смысле каждый народ, вообще народ в общем, он как-то вот так повелось с советского времени, он старается ориентироваться на инициативы сверху, да. И сам народ, он пока не в состоянии так вот генерировать какие-то смыслы, и мы по-прежнему ждем, что нам кто-то сверху спустит какую-то вот идею. Но вот федеральная власть, она кроме какого-то странного русского мира или там псевдопатриотизма пока что ничего сгенерировать не может, и это довольно пока что слабая, да, система, тем более для людей не русской национальности, в частности татар. Мы так сидим, почесываем голову, думаем, что это за идея такая русского мира и как она, в общем-то, по большому счету относится к нам. И мы спускаемся в такой более узкий круг татарстанского пространства, да, и опять же глядим туда наверх и ждем, что нам оттуда что-то спустят, какую-то такую идею, которая объединит татар и какой-то рывок сделает. И получается, что мы как бы во втором кольце тоже практически ничего не нашли, кроме вот той уже упомянутой так называемой стратегии, которая как бы ничего нам не дала, кроме какого-то воззванческого такого элемента. Хотя вот 2 года Руслан Эфенди и сотоварищи Дамир Абы все старались как бы этот процесс наладить и какую-то стратегию все-таки выработать. Но, как ни странно, то, что опять спустилось к нам свыше, никоим образом по факту не отражает интересов народа. И опять же в этом смысле мы чешем голову и думаем, ну а куда же, когда же? Опять же возникают те вопросы, на которые никто из нас ответить не может. И получается, что татары борются с бессмысленностью, да, то есть оттуда нет ничего конкретного. То есть раньше в Советском Союзе была какая-то идея там социализма и коммунизма, да, и в общем-то на этой волне мы как бы понимали, против чего мы боремся. А здесь получается, что против нас нет какой-то конкретной сформировавшейся идеи. Мы как будто бы наносим удары по воздуху, бьемся с тенью с какой-то, да, и мы, по сути, не понимаем, в чем проблема. Ну да, поджали языки. А в чем проблема-то, собственно говоря, да? Почему все это происходит? И в этом смысле мы приходим к тому, что нация сама должна вырабатывать определенные смыслы, сама должна вырабатывать определенные векторы, которые они должны, ну, на основании этих векторов мы должны строить как бы проекты будущего. Если этих векторов нет, то нет, соответственно, и смысла. Это, опять же, было проговорено в той или иной мере, но самый-то главный вопрос, в чем смысл сохранения своей татарскости? То есть, вот мы татары. Нам говорят, что скоро может нас не стать. Давайте спросим у молодого человека на улице, татарина или татарки, ну, вот ты хочешь оставаться татарином или татаркой? И зачем тебе это надо? Боюсь, что большинство, наверное, все-таки не сможет ответить на этот основополагающий вопрос, без которого дальнейшие шаги развития, наверное, не будут иметь никакого смысла. Ни университеты виртуальные или реальные, ни какие-то там кинопроекты или еще что-то. Зачем тебе оставаться татарином? Зачем ты должен топить? Зачем ты должен защищать эту самую татарскость?